Осенью Кыргызстан ждет большое политическое событие. На правах председательства Бишкек проведет саммит глав государств-членов ШОС. Наша страна не только будет встречать мировых лидеров, но и получит уникальные возможности – политические, экономические и имиджевые. Председательство в ШОС – это не просто почетная миссия, это не просто почетное такое статусное мероприятие для нас. Это для Кыргызской республики окно возможностей. Мы имеем возможность представить свою повестку дня, включить в повестку наши приоритетные направления. Это финансовая интеграция, цифровизация, молодежная политика, региональная безопасность. Под главенствованием нашей страны будет проведено более 40 масштабных мероприятий, начиная от вопросов по обеспечению безопасности до гуманитарных инициатив. Мероприятия проводятся абсолютно по разным многопрофильным направлениям. Как я уже отметил, это вопросы безопасности, встреча министров обороны, министров внутренних дел. Наше председательство вопросы экономической направленности будет проведено ряд мероприятий, бизнес-инвест-форум, встреча железнодорожных администраций. Председательство в ШОС даст Кыргызстану возможность укрепить свои позиции на региональной арене. На сегодня уже реализуется инициатива нашей страны по созданию центра по противодействию угрозам безопасности. Мы сейчас работаем над созданием центра по борьбе с транснациональной организованной преступностью, центр которого будет учрежден у нас в городе Бишкеке. Эта инициатива также принадлежит Кыргызской республике. Это центр внесет свой вклад в борьбу с международной организованной преступностью. Комитет по обороне Жогорку Кенеша одобрил соответствующий законопроект в 3 чтениях. Центр будет работать на базе региональной антитеррористической структуры ШОС. Центральный аппарат разместят в Ташкенте, одно из подразделений в Бишкеке. Оно будет заниматься борьбой с транснациональной организованной преступностью и вопросами информационной безопасности. Помимо вопросов экономики и региональной безопасности, акцент будет сделан и на культурно-гуманитарных отношениях, туризме и цифровизации. Будут организованы встречи интеллигенции стран ШОС, молодежно-деловые встречи и форум, посвященный Чингизу Айтматову. Официальные мероприятия стартуют в этом месяце. Для начала будут обсуждены вопросы транспорта, социального блока и культуры. Встреча руководителей железнодорожных администраций. Состоится в марте также 8-я встреча Альянса больниц, куда приглашены ведущие кардиологи из государств-членов ШОС. Кроме этого, также в марте состоятся первые дельфийские игры под брендом ШОС. По словам политологов, ШОС остается одной из важных международных площадок, где страны региона могут обсуждать общие проблемы и искать совместные решения. Благодаря ШОС улучшается экономическое сотрудничество друг с другом. Мы узнаем друг друга, страны начинают больше доверять друг другу. И за счет этого растет экономическое сотрудничество друг с другом. Растет торговля, товарооборот, обмен товарами, туристами и так далее. Поэтому, когда мы говорим ШОС, это не просто организация. ШОС, у него есть удивительный такой эффект. Он способствует пониманию людей разных стран. И вот благодаря такому пониманию как раз-таки создаются условия для успешного ведения бизнеса, для привлечения инвестиций, для получения грантов, кредитов и так далее. На сегодня ШОС объединяет ряд крупных государств Евразии. Вместе страны-участницы занимают большую часть территории континента и объединяют миллиарды людей. И, собственно, для Кыргызстана это большая ответственность внести свой вклад в развитие сотрудничества как в Евразии, так и в мире. Ахмер Нурдинова, Меримбек Чусупекул, ЛТР, Бишкек.